Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Волки задрали кобылу в Амгинском районе Якутии. На участке Олом-Кёль стая волков задрала кобылу из конехозяйства Николая Константинова. Всего фермер содержит более 200 лошадей. По словам конезаводчика, судя по следам, было 5 или 6 волков. Они задрали кобылу 4-5 дней назад в 1,5 километрах от избушки. Звери все съели, от лошади почти ничего не осталось, говорит он. Обнаружили это 25 января. Также он сообщил, что еще рядом с хозяйством есть 3 волка в стае и 1 хищник отдельно. Никого не трогают, но ходят вдоль речки по территории конехозяйства. Он добавил, что за волками проследили по следам. Выяснилось, что звери ушли в сторону Балугурского наслега Амгинского района по речке Кулюпчу. Информацию о хищниках передали местному охотнадзору. Николай Кузьмин отметил, что 3 года назад волки задрали у него 16 лошадей, и они очень опасаются. В Нерюнгри полицейские выявили очередную так называемую резиновую квартиру. Участковые установили 40-летнюю местную жительницу, которая за деньги зарегистрировала в своей квартире 3 иностранных граждан без намерения предоставить им это помещение для фактического проживания. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В Чурапчинском районе возбудили уголовное дело за подделку техосмотра. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Проведенная прокуратурой проверка выявила факт подделки диагностической карты технического осмотра автомобиля для последующего беспрепятственного оформления полиса ОСАГО. Установлено, что 33-летний житель села Чурапча продал местному жителю копию диагностической карты с внесением сведений о ней в единую автоматизированную информационную систему. Но фактически машина техосмотр не прошла, что не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка и сбыт официального документа». Прокуратура сообщает, что в силу требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документ о техническом осмотре автомобиля является обязательным и необходим для заключения договора и выдачи полиса ОСАГО. Перейдем к происшествиям в других регионах страны. Мужчина оставил своих детей в московском аэропорту Шереметьево. По данным полиции, дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска. Их обнаружили сотрудники аэропорта. Личность отца малолетних была установлена. Им оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней мужчина попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода. Перейдем к происшествиям в мире. В Гонконге жители одного из муниципальных жилых комплексов возмущены планами властей устроить рядом с ними изолятор для больных уханьским коронавирусом. Протестующие устроили в здании пожар. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Протестующие в Гонконге устроили пожар в здании, которое власти хотят использовать в качестве временного изолятора для заболевших уханьским коронавирусом. Это недавно построенный муниципальный дом, где никто не живет. Пожарные быстро потушили пламя, от которого пострадал только подъезд. На место прибыла полиция, по меньшей мере 1 человек арестован. Ранее сотни людей заблокировали улицы, ведущие к этому жилому комплексу, возмущаясь планами администрации превратить их квартал в карантинную зону. В воскресенье стало известно, что в автономии подтверждены 6 случаев заболевания. Правительству надо выбрать другой район, где больше свободного места. Не надо устраивать изолятор там, где живут люди. Боясь заразиться коронавирусом, местные жители все громче призывают власти закрыть границу с материковым Китаем, чтобы минимизировать риск. Администрация автономии заявила, что с понедельника запретит въезд жителям провинции Хубэй. Именно там находится эпицентр вспышки вируса – город Ухань. Не пустят в Гонконг также тех, кто посещал этот регион в последние 2 недели. По данным на утро 26 января, от коронавируса погибли 56 человек. Более 2000 заболели. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.